Меня зовут Забродина Алена, мне 20 лет, живу в городе Симферополь. Я работаю с 15 лет в сфере общественного питания. Начинала с официанта. На данный момент я работаю администратором в семейном кафе «Мама Мия». Работала я не только в зале, но и также на кухне. Я была и поваром, и пекарем, и кондитером. Больше всего в моей работе мне симпатизирует тот драйв и энергия, которую получаешь от персонала, от гостей, от довольных гостей в первую очередь, когда у тебя полный зал людей, когда у тебя заказ за заказом, и вот все вот эти движения, весь коллектив работает как один большой слаженный механизм. Моя работа меня формировала с самого начала, то есть постепенно я начала правильно воспринимать критику, правильно воспринимать советы, понимать, что от меня требуется, как правильно себя ставить в коллективе, неважно на какой ты должности, как правильно общаться с коллективом, с гостями. Вся работа в общепите — это психология, начиная даже от формального «как ты здороваешься с гостями». Никогда нельзя говорить «здравствуйте». Это неуважение. Ты должен приветствовать по факту. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, в зависимости по часам, тем самым располагая к себе человека. Моя самая большая мечта — это открыть что-то свое. Скорее всего, какую-нибудь маленькую кофейню, в которой были бы какие-то авторские десерты, место, куда люди могли прийти и отдохнуть морально, чтобы там стояла какая-нибудь небольшая полочка с книгами, чтобы человек пришел, что-то увидел для себя интересное и такой: «О, я здесь задержусь», чтобы не было чувства, что надо оттуда быстрее уйти, надо освободить столик, еще что-то. Всем своим видом, меню, персоналом показывать, что мы вам искренне рады, мы вас хотим видеть каждый день, вас, а не ваши деньги, то есть как зачастую принято. Если я сама себе собираю луки, это классика, то есть какая-нибудь рубашка, брюки на работу, либо же там, как сейчас стоят джинсы, свитер, то есть нет никаких ярких акцентов, нет никаких аксессуаров. В повседневной жизни я не умею правильно это формировать. Я была всех цветов радуги, с разной длиной волос. Тем не менее, в плане своей внешности на данный момент я являюсь больше приверженником классики, когда у девушки должны быть не сильно короткие волосы, а какая-нибудь аккуратная, ухоженная прическа, одинаковый, естественный цвет волос. То есть, когда есть гармония не только в той одежде, которую ты носишь, но и во внешности самой себя. В проект я пришла в первую очередь, чтобы перебороть себя. Все-таки детские комплексы, что в детстве нам навязывали, что есть какие-то стандарты, ты должен быть таким, сяким, у тебя должно быть вот это, вот это, вот это. Это дает о себе знать уже в более взрослом возрасте. Ты понимаешь, что надо полюбить себя. И мне совсем чуть-чуть чего-то не хватает, чтобы перешагнуть вот все детские комплексы, чтобы понять, что я хороша по всем фронтам. Плессированное платье с геометрическим принтом мы обыграли двубортным жакетом и широким ремнем, за счет чего общая стилистика комплекта ушла в сторону милитари стиля. Сюда также отлично впишется головной убор с козырьком. Если вы хотите одеть белую обувь, имейте в виду, что такая обувь будет визуально укорачивать ноги. Чтобы этого не случилось, всегда разбавляйте подобный комплект белой акцентной вещью в верхней части плечевого пояса. Платье и брюки. Никого не удивишь подобным комплектом. Но это сочетание вещей всегда выглядит актуально, особенно когда обе вещи выдержаны в одной цветовой гамме. Алена, мы сейчас провели примерку, ты примерила 3 разных образа, и мне бы хотелось услышать твои впечатления
первую очередь. И, конечно же, услышать, какой образ из всех трех тебе понравился. Мне понравились все три образа за счет их гармоничности. В них сочетается как нежность, так и брутальность. Первый образ крайне воздушный, платье, которому брутальности добавляет пиджак. Во втором образе это несменная классика, белая рубашка и джинсы. Это то, что мой фаворит в повседневной жизни. Но больше всего мне, пожалуй, запомнился этот третий образ. Мне очень понравилось сочетание платья и брюк. И очень понравилась идея драпировки этого платья. То есть это не выглядит вульгарно, это не выглядит как-то нелепо. Вот все в нужных пропорциях. Алена, мне очень приятно, что тебе все понравилось. Я надеюсь, что ты подчеркнешь для себя какие-то приемы, которые сможешь использовать в своем гардеробе, да, так скажем. А сейчас я тебе предлагаю отправиться в салон. Там ждут нас дальнейшие перевоплощения. Ну и потом, самое интересное, это встреча с твоими друзьями и близкими. Поехали! Зулимар, наша героиня Алена очень яркая, интересная девушка. В своей жизни перепробовала множество цветов на своих волосах. И вот я бы хотела сейчас с тобой посоветоваться, что мы можем ей предложить такого, чтобы подчеркнула ее индивидуальность, да, вот ее необычный характер, и в то же время вписалась в формат ее работы. Я предлагаю окрашивание выполнить сегодня в рыжем цвете. Этот цвет полностью подчеркнет и раскроет ее цветотип, теплый цветотип. А также, я думаю, что он вполне будет соответствовать ее работе, формату работы. И главное, что он будет соответствовать состоянию ее души. Ага, я согласна, потому что рыжий – это прежде всего состояние души, насколько я знаю. А также настроение. У Алены хорошая кожа, поэтому я решила не перегружать ее излишним макияжем. Сегодня я сделала легкие бронзовые смоки и подчеркнула лицо кремовой коррекцией. Алена – девушка с активной жизненной позицией и большими планами на будущее. В ее новом образе мы постарались отразить силу ее характера и индивидуальность. А прямо сейчас можем наслаждаться результатом. Итак, встречаем! Ален, ну ты теперь выглядишь огненно-рыжий какой-то, прям как роковая женщина. Я желаю тебе, чтобы твой характер соответствовал твоему образу в дальнейшем, и ты была пробивной и смелой девушкой в будущем. Знаешь, Алена, ты стала еще более прекрасной. Если сравнивать тебя с каким-нибудь красивым цветком, то пусть это будет георгина, которая настолько же огненно-рыжая, настолько же харизматичная. И пусть этот образ будет идти с тобой по жизни. Вот, соответствуй этому, и все будет замечательно. Ребят, большое вам спасибо, что вы сегодня нашли для меня время. Мне было очень приятно вас всех видеть, и я очень рада, что вам понравился образ. И, Халиде, большое вам спасибо за то, что дали такую возможность посмотреть на себя под другим углом и попробовать для себя что-то новое. Я в восторге от своего нового образа. Большое вам спасибо. You got the upper hand. I've been down on my luck. Yeah, I've had better days, but I've had steeper falls. There's a reason why people love an underdog. Battles on one, they just show who you are. And in the end, you know I'm open mind. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon enough you're gonna watch me fly. Saying there goes a king, have the sword to his neck. Just the story. Вот такой эксперимент получился у нас сегодня.
Оставляйте свои комментарии, а лучше сразу заявки на участие. До встречи!